25, 26, 27. Башкиры очень меткий народ. За несколько секунд они могут выпустить 4 стрелы. Не зря их называли северными амурами. 28, 29, 30. Даже с такого расстояния они легко попадают в цель. Говорят, их песни летят еще дальше и проникают прямо в сердце. Богатым не умрет, жадным счастье обойдет, без труда не проживешь, эй, храбрым счастье свое найдешь. Эти незамысловатые, но во все времена актуальные слова поет Сесен. Так называют башкирского сказителя. В былые времена он воспевал героев, обличал негодяев, сообщал последние новости. И все это под звуки музыкальных инструментов. Сесен очень уважаемый человек был. Народ ждал этого человека. Вот, постоянно приглашали в гости. Любил народ и посмотреть соревнования Сесенов, айтыш. Один сказитель задавал вопрос, а другой ему отвечал, но обязательно в рифму. Кто победит сегодня, решат старцы. Сыграй на своей думбыре и скажи слово Сесена. О чем твоя песня? Сказ мой о том, как мелодичными звуками курая и протяжными песнями живет башкирская земля. Башкирия – это благодатнейший край. Здесь леса, степи, горы, реки и нетронутый ковыль сотворения мира. Так писал Лев Толстой. Во все времена этой земле пели оды художники, поэты, писатели, ее красота и в мелодиях музыкальных инструментов. Мы играли в Ласкало, и мне очень сильно запомнилась одна женщина. Вы, говорит, когда играли, я видела зеленые горы, вот такие просторы. Оказывается, что она живет в Альпах, в Швейцарии. Я-то играл про горы Уральские, она видела свои горы. Все звуки природы подвластны башкирам, ведь их предки жили в степи и называли себя башкортами, волками, вожаками этой земли. Музыка башкир очень звукоизобразительна на самом деле. Например, можно кукушек изображать, лошадей можно изображать. Инструменты специально не придумывают. Люди были настолько внимательны к природе и обращали внимание все время на что-то. Вот, скажем, на звук курая тоже обратили внимание. Вот эту высохшую траву курай считают одним из 7 чудес Башкирии. Несколько тысяч лет назад охотники и пастухи научились играть на ней музыку ветра. У меня пока получается что-то похожее на скрип табуретки. Молодой охотник заблудился в лесу и услышал такой необычный голос. И нашел этот тростник. Он создавал звук от ветра. Он отрезал этот тростник и приложил к губам и начал играть. Я влюблялся на этот инструмент просто-напросто. Удивлялся, как вроде бы тростниковый этот растение, и оттуда такие звуки издаются. Курай очень сильно близок к человеческому голосу, тембрально резонирует на голос человека, когда он разговаривает на своем родном языке. Голос тростниковой флейты завораживает слушателей и прославляет кураистов. Когда-то на праздниках они получали столько даров, что могли купить коня.
Юноши щедро осыпали музыкантов монетами, а девушки одаривали украшениями. Это было в Париже, 1927 год, если я могу с датой немного ошибиться. Юмабай Исамбаев, когда на сцене театра сыграл, из зала выходит девушка, и она одевает перстень с бриллиантом на инструмент. Просто их поразило вот это вот как бы тембр, вот это вот богатство. Но тростничок звучит не сам по себе. Музыкант должен уметь играть грудным голосом. Легкий свист прощается только начинающим исполнителям. Передаются навыки игры на инструменте, то есть из поколения в поколение. У меня дедушка на курае играл. Меня вот родители, можно сказать, заставили заниматься в музыкальной школе на аккордеоне. А потом как-то мы в 3 классе буквально пошли в гости, и приехал один аксакал. И он вытащил такой тобус чертежный, и из него вытаскивают такие вот кураи. Много-много. Я тогда это первый раз вообще увидел. И вот он достал так, что-то такое, вот облизнул там это и заиграл. У меня все тело покрылось мурашками. Вы знаете, я думаю, что это генная память. С тех пор Роберт Юлдашев с кураем не расстается. Он играл и в юрте на Крайнем Севере, и в знаменитом итальянском театре Ла Скала, но где бы ни путешествовал кураист, зрители всегда ему благодарны. Кто-то за музыку вечности, а кто-то за рокерский овердрайв. Настроение, солнце, праздник. Вот уже 10 лет виртуозному солисту виртуозно аккомпанирует группа «Курайсы». А он ставит им в пример своего деда, который мог заставить петь даже обычное охотничье ружье. Мой дедушка, это очень был веселый человек, и в свое время он, когда вот только патефон появился, продал свой дом, чтобы купить патефон. И переехали жить в баню. Зато под музыку он за одно лето срубил новый большой дом. Есть в народе такая поговорка: «Все продай, купи курай». Но я бы хотел сказать, ничего не надо здесь продавать, просто взять и самому сделать. Начнем с того, что мы измеряем длину хурая. Они могут быть разными в зависимости от тональности. Чем длиннее хурай, тем ниже звучит и объемнее. Так, раз, два. Измерить 3, длину 4, можно по старинке, 5, ладонями. 6. Средний размер инструмента Так. 6-8 И обхватов. Вот здесь отрежем наш инструмент. Так. Аккуратненько, тоже не ломаем. Ничего не ломаем. Мастер вырезает 4 отверстия на передней части и 1 на тыльной для большого пальца. Ну, 5 отверстий – это в старину. Сейчас у нас есть и 8, и далее. Да, 3 пальца вот между отверстиями. Средним вот так раньше делали. Когда я учился первый раз, дед так делал. Курай у нас инструмент с характером. Он может звучать и лирично, и воинственно, и трагично, и весело, и по настроению. Настроение у меня хорошее, и сейчас посмотрим, как она зазвучит у нас. Тростник, который растет в горах, он впитал в себя любовь солнца, земли, и он очень естественен для человека, так же, как пить чистую воду, так же, как дышать чистым воздухом. Тростниковый курай благозвучен, но недолговечен. Его приходится часто менять, как зубную щетку. В прошлом веке такой дудочке придумали замену из шпона, но она оказалась не идеальна. Они очень тяжелые, продольность жесткость очень большая. Поэтому по звуку они беднее оказались, чем природный курай. Мы решили сделать курай, подобный природному кураю, чтобы он был легенький, тонкостенный и, естественно, звучный.
Рамиль Хуснуллин изобрел технологию изготовления инструмента из древесной стружки. Но из какого материала не сделай курай, он соберет всех за одним столом. Под его протяжную музыку хорошо разливать по кружкам кумыс, напиток из кобыльего молока, и вести неспешные разговоры. И вот так садились, пили кумыс, и потом ни с того ни с сего там раз запоет, кураист подхватывает его, там все, и так жалобно поет, всех до слез доводит, и в один момент начинает все в пляску превращаться. Кто на чем гораздо начинает аккомпанировать, и кто-то начинает танцевать, вытанцовывать. Аксакалы говорят, кто не пляшет, тот музыку не любит. Ну а какой танец без барабанов и бубнов? Девочки, а правильное движение делают? Но в былые времена башкиры ударные инструменты использовали редко. Чаще девушки в такт звенели манистами и играли на подносах. Да и теперь у каждой хозяйки на кухне есть свой ударный инструмент. Вот так-то. Ведра, подносы, сито – все шло в дело в народном оркестре. Однако с такими инструментами на сцену не выйдешь. Музыканты позаимствовали барабаны у шаманов. Люди первым делом они играли в барабаны и шамали, и использовали барабаны как для медитации, для ухода в астрал. Маленький был. У нас был сосед, преподаватель ударных инструментов. А я то ли по животу стучал, то ли что. Он говорит, давай ты вырастешь, поступишь ко мне. Я смотрел, как он тремолирует, как это, вот эта живая музыка, вот этот адреналин, как все совместно, симфонические литавры, там ударные. Я такой, все, я буду играть. Жил в древности в лесу одинокий джигит. Он когда на охоте был, поранил крыло птиц. Она оказалась любимой дочкой небесного царя Танрау. Вот это услышал царь и приказал убить джигита ударом молнии. Джигит не растерялся. Чтобы вводить в заблуждение небесного царя, он быстренько натягивает свою кожаную куртку в дупло и начинает громко бить с палкой, издавая звук молнии. Именно так из кожи, натянутой на дерево, получился первый башкирский барабан – келе. Сегодня его делают совсем по другим технологиям. Как видите, лежит камера, в которой имеется упор. На него укладывается пластик стандартный, закрепляется ободком, таким винтами. И затем, когда мы подкачиваем воздух, пластик сам натягивается очень равномерно, и получается мягкий, равномерный звук. Мастерская семьи Хуснуллиных – мозговой центр по генерации новых идей. Сыновья под руководством отца, инженера авиации, создают музыкальные инструменты с математической точностью и поверяют алгеброй гармонию. Меня очень сильно заинтересовала акустика струнно-щипковых инструментов, потому что это очень сложные подходы инженерных мыслей. Строение вот этого кузова, расчет, это все математика, это очень увлекательно и интересно. Казалось бы, что может быть общего у боевого оружия и музыки? Однажды лук и стрелы превратились в музыкальный инструмент и спасли жизнь девушки. Брат потерял свою сестру, пустился на поиски и у реки нашел прядь ее волос. Сделал из них тетиву для лука, провел стрелой. И тетива рассказала, что сестру похитила злая ведьма. Он нашел свою сестру, и после этого вот этот инструмент начали называть
кыл-кубызом. Кыл – волосы, а кубыз – человеческий голос. Двухструнный кылкубыз называют башкирской скрипкой. Он плачет, смеется и поет о любви. Ханская дочь покорила джигита красотой. Ее брови казались ему крыльями ласточки, а зубы – белым жемчугом. Рузан шутит, когда он ухаживал за будущей женой, ему не пришлось придумывать комплименты. За него это сделала музыка. Объединила у нас музыка, народная музыка, соответственно, и инструмент. Залия – одна из немногих, кто владеет игрой на кылкубызе. В древние времена он был очень популярен. Башкирские знахари-бахсы с его помощью вызывали духов и лечили больных. Но с принятием ислама языческий инструмент затерялся. Мы бы, может быть, его и давно изготовили бы, но никак не могли определиться с грифом. Кылкубыз делают из цельного куска дерева, а струны – из конского волоса. Гриф украшают фигуркой коня. Сын башкирской земли, писатель Сергей Аксаков, утверждал, что невозможно представить башкир без коней. Они ездят верхом с утра до вечера, пока не поседеет зеленый ковыль. Трудно поверить, но долгие годы башкиры на своих инструментах не играли. Айрат Кубагушев решил это дело поправить и доказать, что когда-то у его народа был не только курай. По летописям и рассказам стариков восстановил кылкубыз, дунгур, думбыру, дал инструментам вторую жизнь. Когда начали заниматься возрождением инструментов, мастеров не было. И надо было найти их. Дело тоже непростое. Каждый ведь не сделает. А я знал, что твой отец был великолепным мастером. Я и попросил его. Отец Гульнур Рашид Галимов был художником-реставратором. И хотя музыкальной грамоты не знал, согласился работать в экспериментальной мастерской. Мечтал услышать мелодии из своего детства. Я вот к нему приходила в мастерскую, потому что для него это новое тоже. И он переживал, получится, не получится. И я как бы это поддерживала. Помогала там. Даже просто ходить подметать за мастером, как говорится, это тоже приятно очень. Когда отца не стало, Гульнур продолжила его дело. В качестве материала использовала доски от выброшенных пианино и роялей, а потом взялась за инструмент, который до нее никто не пробовал восстановить. Называется вообще этот инструмент ятага. Я его, значит, создала по просьбе Айрата Минихметовича Кубагушева. Я говорю, я вообще не знаю, как он выглядит, с чего начать, не знаю. Жил старик. У него было 7 сыновей. Однажды случилась беда. В бою 7 сыновей умирает. Старик от горя выдолбил кусок иссохшего дерева, на него натянул 7 струн. Каждую струну назвал по имени сыновей. Ятаган – инструмент непростой. Игру на его струнах в Японии считают духовной практикой. Многие музыканты не раз пытались научиться играть на возрожденном ятагане, но безуспешно, пока он не попал в руки Ильдара Шакира. Я учился русскому фольклору, через это пришел к национальной родной культуре. Этого не хватало. Заведующий кафедрой традиционного музыкального исполнительства Кубагушев Айрат Минихметович сразу спросил, не играл ли я на гуслях когда-нибудь. Я сказал, я около 2 года играю. Ты не хочешь попробовать? Вот здесь у нас инструмент с 2007 года лежит, ятаган. Я говорю, почему бы нет? Давайте попробуем. 4 года назад с ятагана началась история одноименного этноквартета. Ильдар давно мечтал создать группу, которая играла бы на музыкальных редкостях. Первое наше выступление, мы открывали одно мероприятие, там был полный зал народа. И когда мы занавес открывается, мы исполняем
этническую композицию «Бик Ярактай Негбет». Мы были далеки, называется она. Мы ее закончили, и такая тишина, секунды 2-3, наверное. Такая вечность казалась. И народ просто встал и начал аплодировать. Мы на тот момент никогда в жизни такого у нас не было, ни у кого. Вот мы поняли, что на правильном направлении. Люди просят, а вы можете, говорят, сыграть на этнических инструментах современную музыку? Мы такие, да легко. Этот инструмент, похожий на балалайку, называется думбыра, что означает в переводе «терзать сердце». Это сейчас на ней играют и грустно, и весело. А несколько столетий назад ее даже казнили за печальную мелодию. К хану пришла беда. На охоте погиб его сын. Слуги не знали, как донести это до хана, и обратились к местному мастеру. Мастер в это время изготовил инструмент. Когда инструмент заиграл, хан понял, что его сын погиб. Тогда он от гнева приказал слугам залить горло инструмента кипящим свинцом. След от свинца остался до сих пор. Вот он, отверстие на верхней деке инструмента. Удивительно, но благодаря ему думбыра зазвучала еще душевнее. За это ее и полюбили сесены. Когда сделал свой первый инструмент, я начал потихоньку играть. Сначала играл на думбре. Потом как-то я включился разные эпосы рассказывать. Все чувства, которые ты испытываешь, все чувства в этом инструменте и переводятся, то есть перелагается, вот так скажем. Со временем этот инструмент, конечно, вышел из обихода. Из-за чего? Потому что такие люди были неуместны государству. Те люди, которые будоражили дух народа. И вместе с ней ушла и домбра. Это было в 18 веке, очень много было восстаний. Башкиры участвовали больше, чем в 200 восстаниях. Только 30 лет назад мастера вернули думбыру из небытия. Илгам Байбулдин экспериментировал с формами, с деревом, до всего доходил сам. Теперь передает знания сыну. Когда дети еще были маленькими, я играл для них, они под звук думбры, под горловое пение они засыпали. Я делаю новый инструмент, и я на нем играю, пока у меня как бы душу свою вложу. Просто сделал и отдал. Ну, такого у меня нет. Я держу инструмент в руках, играю. Получается импровизация, каждый инструмент. Из каждого инструмента получается какую-то новую мелодию. Ты взял в руки думбыру, чтобы играть на ней. Если ты сесен, расскажи мне, что для тебя счастье. Спой мне об этом. Я отвечу тебе, сесен. Когда думбыра играет, душа моя поет. Когда ее струны звенят, тогда я счастлив. Соревнование Айтыш закончилось. Оно длилось несколько часов, но старцы так и не смогли выбрать победителя. Хорошо поют сесены под звуки думбыры. Ну а если у башкира под рукой не окажется инструмента, он все равно споет. Как говорят здесь, сыграет на горле.
это узляу, сольное многоголосие. Под него хорошо танцевать и созерцать красоту природы. Сцены мастера импровизации поют о том, что видят и чувствуют. Сейчас я тоже попробую сочинить что-то подобное их песне. Играй, кубысы, думбыра, пой мой курай, и тогда мое сердце будет радоваться, а душа веселиться.